Сегодня мы вновь побываем с вами в поселке Чакурдах Аллайховского улуса и познакомимся с еще одной приемной семьей – семьей Перцевых. Андрей Александрович в день нашего приезда был на рыбалке. Дома нас встретила Марианна Николаевна вместе с приемной дочкой, 9-летней Сайнарой и 8-летней внучкой Милой. Трое родных детей уже выросли, и так получилось, что 8 лет назад Марианна Николаевна и Андрей Александрович взяли на воспитание двух сестер – Алену и Сайнару. Ваши родные дети, они помогают вам в воспитании приемных, там как-то, может быть, поддерживают, там чему-то учат? Например. Да, конечно. Нельзя. Ну как это? Летом они очень хорошо проводим. Там на рыбалке, куда-нибудь съездим. Вот, ага. Внучки вот это с ней очень, ну, там. Ну, они очень хорошо общаются. Вот расскажите, как адаптация проходила у девочек, как вот они у вас росли, какие-то трудности, может быть? Нет, с этим-то трудностей не было. Со старшей, конечно, потом в переходном возрасте чуть-чуть было. Да, чуть-чуть. Ну вот. Но это все мы преодолели. Старшая сестра Сайнары, Алена, живет и учится в Якутске. Звонит и поддерживает связь с приемными родителями и сестренкой. Благодаря воспитанию в семье Сайнара многое умеет. Мама мне учит давно, когда я пошла в 1 класс, она мне учила считать, и Алена. Я сначала не умела считать, я по слогам читала. Потом в втором, почти, в 1 классе, да, уже научилась хорошо читать. А в 2 лучше, а в 3 еще хорошо. И мама, и я же маме помогаю, ну, что-то готовить. А что вы с мамой любите готовить? Мы любим сосиски в тесте готовить, пирожки с картошкой и пирог, и пиццу. Я хочу, чтобы у мамы не болела спина и нога. И я хочу, чтобы у папы не болело сердце. А ты у нас, когда вырастешь, кем станешь? Врачом. 8-летняя внучка Мила порадовала, исполнив гимн России. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава. Девочки в приемной семье Перцевых воспитываются в заботе и любви. Они учатся всему – готовить, играть в шахматы и даже рыбачить. И что немаловажно в наше время, растут патриотами своей страны. Для успешного развития девочек Марианна Николаевна и Андрей Александрович Перцевы делают все возможное. Аллайховский район находится за полярным кругом. Люди живут в сложных условиях, и поэтому администрация района уделяет большое значение мерам социальной поддержки. В Аллайховском районе у нас все семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, имеющие статус многодетных семей, малообеспеченных семей, они находятся у нас на учете в реестре, в специальном реестре в Управлении социальной защиты. Такими семьями, в принципе, в целом в комплексе мы занимаемся всеми органами системы профилактики. Задействованы у нас и Управление культуры, массового спорта, молодежной политики. В обязательном порядке это Управление образования, Центр занятости. Ну и, конечно, большую роль здесь играет Управление социальной защиты населения. Какую работу сразу, да, если говорится, проводим, то в рамках всех наших муниципальных программ, которые мы закладываем в Управление культуры, в Управление образования, естественно, мы стараемся по их, скажем так, маршрутизации охватывать их культурно-досуговые программы. Это обязательно. В образовании это также все мероприятия, направленные на сплочение семьи, на взаимодействие с ребенком, с несовершеннолетним и так далее, на оздоровление, так скажем, где-то, если есть именно в таком направлении семьи, да, по пьянству, по алкоголизации и так далее. Конечно, мы их в обязательном порядке тоже охватываем.
Также хотелось бы отметить, что в рамках муниципальной программы образования мы начали закладывать средства денежные для того, чтобы оплачивать проезд детям из таких семей до Якутска. Почему? Потому что выделяемые путевки, так скажем, да, до Якутска, либо за пределы Республики Саха-Якутия, они оплачивают Министерство образования из Якутска до пункта отдыха. Значит, мы решили, это впервые у нас в районе, мы уже который год подряд, закладываем средства для того, чтобы оплатить проезд. У нас же проезд, вы сами знаете, наверное, поинтересовались, он очень дорогой, в принципе. Для детей пускай будет около 20 тысяч, значит, так. Вот, поэтому в приоритетном порядке при распределении этих путевок и так далее мы рассматриваем именно детей, семьи из трудной жизненной ситуации, из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных и так далее, кто имеет такой статус. Это в первоочередном порядке. Также в приоритетном порядке мы стараемся сразу же оказать помощь тем людям, адресно даже, которые обращаются к нам в муниципалитет за тем вопросом, что нет жилья, либо провести ремонт жилья и так далее. Да? Здесь вот жилищная комиссия наша старается эти вопросы в первоочередном порядке сразу же решить. Также вот в рамках управления социальной защиты оказывается психологическая помощь. Это в обязательном порядке для таких семей, которые находятся именно вот в трудной жизненной ситуации. Не менее важно сопровождение приемных семей. Большую помощь и всестороннюю поддержку им оказывает отдел опеки и попечительства. На сегодняшний день в нашем Алайховском районе 21 семья, в том числе 19 опекунских и 2 приемные семьи. В них воспитывается 25 детей, в том числе приемных, 4 на сегодняшний день. Одна девочка выпустилась, сейчас обучается в колледже. Сопровождает вообще семьи у нас Управление социальной защиты населения, специалисты, а также психологи и социальные работники Чекурдасской средней школы. Вот. В основном на адаптационном уровне и базовом. Психологическая, педагогическая помощь там оказывается. А здесь мы на месте оказываем социальную, юридическую помощь. Проблема в нашем Улусе то, что нет школы приемных родителей. Вынуждены родители летать, желающие в Якутск обучаться. Но у нас проезд очень дорогой, туда и обратно 60 тысяч. Если бы здесь было, у нас очень много желающих, но не все могут вылететь. Это связано с дорогим проездом, проживанием там. Побывав в гостях у семей Вапиловских и Перцевых, мы увидели, какое большое значение имеет жизнь в семье в воспитании приемных детей, и надеемся, что приемных семей в Алайховском районе станет больше. А если говорить в частности о семье Перцевых и о семье Вапиловских, они у нас, скажем так, одни из, наверное, самых таких показательных семей. Они всегда идут навстречу, они очень долгое время, причем Перцевы уже давным-давно являются приемной семьей. И что муж и жена, они всегда везде принимают участие, откликаются. Настоящие родители, так скажем, для приемных детей оказались. Вапиловские тоже, Анастасия и Юрий Васильевич, они вообще молодцы. Это же не каждый сможет, извините, взять и полюбить там чужого ребенка. Даже взрослого где-то ребенка, да? Поэтому, люди с таким большим сердцем, так скажу. Потому что это не каждому дано быть приемным родителем, если честно. Знакомьтесь, 2 сестры и брат. Старшая сестра Аня, средняя Алина и младший брат Рома. Меня зовут Анюта, мне 14 лет. Я учусь в 7 классе. Это диплом за хорошую учебу. Первой степени. Меня зовут Алина, мне 12 лет. Я перешла в 7 классе. Я занимаюсь футболом 3 года. Играю в волейбол. Занимаюсь в кружке Сулык-Чачир. Хорошо учусь. Это сертификат за активное участие в акции «Читаем всей семьей». Это сертификат за участие в правовом марафоне посвящению
правознания в Республике Саха-Якутия. Это благодарственное письмо. Это за высокое достижение в учебной и внеучебной деятельности по итогам. Меня зовут Рома, мне 11 лет. Перешел в 5 класс. Это грамота за хорошую успеваемость и за хорошую учебу. Я занимаюсь футболом 3 года и волейболом, и теннис, и борьбой. Выиграл в Хапцагай. Первое место занял, 35 выше килограмм выиграл. Сестры Аня и Алина с удовольствием посещают кружок рукоделия «Сылык». Здесь под руководством опытного преподавателя девочки учатся делать изделия из конского волоса, бисера, шить одежду и создавать якутские национальные украшения. Рома свободное время проводит в спортзале. Все трое уже знают, кем станут. Аня, расскажи, вот когда вырастешь ты, когда станешь взрослой, кем бы ты хотела стать? Я когда вырасту, я хочу стать медсестрой. Алина, а ты? Когда я вырасту, я хочу стать парикмахером. Так, Ром, вот твоя мечта? Я хочу стать предпринимателем. У Ани, Алины и Ромы много увлечений. Они любят музыку и учатся играть на разных инструментах. Аня, Алина и Рома надеются обрести семью.